Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я хочу поделиться с вами нашими педагогическими идеями, которые мы используем в практике по работе с детьми. В своей работе мы доверяем важному помощнику – природе ребенка. Мы живем в мире высоких технологий, и ни для кого не секрет, что мы перестаем замечать самые обыкновенные предметы, а на самом деле даже самый простой предмет таит в себе много-много интересного. И он может быть увлекательным, развивающим материалом в работе с детьми. Поэтому в нашу практическую педагогическую практику мы стали включать нестандартные игры, задания и упражнения, так называемые лайфхаки. Они заинтересовывают, увлекают наших ребятишек, а значит, им проще усваивать тот или иной материал. Сейчас я с вами с удовольствием поделюсь нашей видеопрезентацией. И если у вас возникнут какие-то вопросы по окончанию, вы сможете их задать. Коллеги, а знаете ли вы, что такое лайфхак? Конечно, это прием, который мы на каждом использовать пробуем в шаге, чтобы дети воспитаны были, умны. И методы эти совсем нестандартны. Они в воспитании новый виток. Для деток открыть мы стараемся старты, подать в интереснейшей форме урок. Состав числа. Как это сложно, но с воспитателями можно. Запомни, с лего составлять, но нам совсем труда не стоит. Хоть 8, 6 и даже 5 мы память будем укреплять, все трудности преодолевать. Лайфхаки с лего помогли быть умными, тактичными. А что ждет нас там впереди, во всех делах отличными? Как закрепить лексическую тему? Уж думали давным-давно. Мы при выходе и входе детишкам задаем вопрос про то, что изучаем, схемы, про звуковой анализ слова, про гласные, согласные, про то, что называем одним словом. Что можно приготовить из молока? Масло, творог, что? Сметану, кефир, мороженое. Влево-вправо, прыг да скок. Вот уж эти детки. Устроили мы им турнир, чтобы запомнить ориентир. Обувь сняли, разложили, придумали, мол, клетки. Кто правильно проскачет путь, тому будут конфетки. А Мила спросила: но почему я не так держу карандаш и ручку? А мы ей ответили: у нас есть лайфхак, вата и разум, душечка. Мизинцем и безымянным ты вату скорее возьми. Поверь, все получится, победа уже впереди.
как быстро нам собраться на зарядку, прогулку, спросят нас пытливые коллеги по работе. А мы лайфхак придумали такой. Смотрите видео и запишите принципы в блокноте. Ребята, есть песочные часы. Ты в них стрелок не ищи. В них песок совсем обычный и для нас с тобой привычный. Нам одеться надо в срок, пока сыплется песок. Начинаем. Успеваем. Про часы не забываем. Вот и Ярослав готов. Мы успели. Есть такой у нас лайфхак, как нужно ножницы держать. Смайлик в помощь к нам придет, дорожку прямо проведет. Мы с посудой осторожны, ведь разбить посуду можно. Как не столкнуться, когда вместе мы выходим из-за стола? Младший воспитатель всегда с нами строга и ценит всю посуду так, как будто она ей очень важна. Лайфхак мы решили такой применить. По стрелкам с посудой друг за другом ходить. Затем мы привыкли, и ребятки все вдруг правила эти применяют вокруг. А кстати, дорогие коллеги, родители тоже имеют в запасе лайфхаки свои. Наш опыт совместный, конечно, поможет стать детям достойными в жизни людьми. Утром зубки проснулись, были очень грустны. Их ведь если не чистить, станут страшно больны. Есть у Димы и Яра лайфхак для ребят. Стоит зубки почистить, карандаш в руки взять, отметочку сделать, улыбнуться слегка. Разогнали тем самым грусти все облака. В день улыбку, как солнце, нужно дважды спасать, и тогда будут зубки, как жемчуг, сиять. Бери, закрашивай. Месяц, да. Мы вечером почистили. И закрашиваем. Месяц. Зубы чистые у тебя? Да. Давай, всем спокойной ночи, маши. Всем спокойной ночи. У Дашеньки нашей есть тоже лайфхак, ведь в доме принцесса она, и важен Дашуне каждый наряд, любая деталь фасона. Ну как же сложить ей все платья, наряды в такой очень маленький шкаф? Вы видео наше скорее посмотрите, в копилочку вашу идею возьмите.
Если вам на завтрак мама столь невкусный кислый творог под предлогом, что полезно, попытается подать, Дуня скажет: что ты, мама, просто так не актуально. Надо сделать аппетитно. Расскажу тебе я как. У Дуняшки есть лайфхак. Вкусный завтрак, классный знак. Если завтрак будет вкусным, в садике не будет грустно. Здравствуйте! Сегодня мы с Дуняшей хотим приготовить интересные бутерброды. Эту идею мы повзаимствовали из любимого мультика Дуняшки про Буба. Буба с мышкой делали бутерброды. Мы этот мультик часто пересматриваем, и сегодня решили сделать эти бутерброды сами. Итак, начали. А вот теперь самое интересное. Даяна наша, где бывает, все на свете успевает, потому что у меня строгий распорядок дня. Лайфхак такой: я утром встану, постель скорее я заправлю и в календарике отмечу, затем оденусь, зубки чищу и вновь к календарику я бегу. Позавтракать сяду, оденусь я в садик и мамины нервы поберегу. Все. Вот так. Правильно? Нет. Лайфхаки бывают разными, и не всегда, когда хочется сделать что-то полезное, получается, так иногда. Мы рубрику «Вы улыбнитесь» хотим предоставить вам. Вы вместе с нами от смеха слезы сдержите, но ребятишек наших все равно похвалите. А еще у нас есть такой домашний лайфхак. Дима каждое утро просыпается и отрывает листик календаря. Давай. Пока. Своими секретами мы поделились с вами, наши коллеги. Мы будем и дальше ее пополнять, нашу видеотеку. Мое выступление, дорогие коллеги, подошло к концу. Если есть у вас какие-то вопросы, я готова с удовольствием на них ответить. Рады познакомиться с вами, да? Лично как-то не встречались, поэтому спасибо вам огромное за такую мягкую, очень такую деликатную манеру преподнесения и материала, и ваш голос, и то, как вы говорили, потому что, конечно, не улыбаться было невозможно. Спасибо вам большое за это. Ирина Николаевна, только можно ряд как бы уточняющих моментов. Скажите, пожалуйста, вы, детки ваши, вы в какой группе работаете? У вас детки с каким нарушением развития? У нас моторно-ортопедическая группа, подготовительная.
с нарушением моторики. Да, понятно, понятно. И тогда в связи с этим вопрос. Вот, ну, различные интересные такие приемчики, изюминки, ну, вы их лайфхаками называете, да? Замечательно. Скажите, пожалуйста, с чем связано, например, то, что вот было из особенностей ваших детей, то, что необходимо было ставить песочные часы, стрелочки рисовать? Это какие-то особенности, которые не могут дети эти освоить? Вот как-то немножко поясните, пожалуйста. Ну да, мы все прекрасно знаем, что нормативные дети усваивают все намного быстрее, да. У наших деток есть особые проблемы, что-то недопонимают в образовательной деятельности, в режимных моментах. То есть собраться ребенок не может, внимание у него рассеянное. И вот когда у нас появились в группе песочные часы, ну, во-первых, это такой приятный предмет для детей, потому что он новый. Вот. А потом, когда мы еще его применять так стали, ребятам это очень понравилось. То есть это для них стала игра, а не работа, ну, как бы так даже можно сказать, да. Это мы взрослые раздеваемся, одеваемся, мы об этом не думаем, а для ребенка это целый процесс. И теперь даже ребята сами, там, Ирина Николаевна, Надежда Ивановна, быстрее несите нам песочные часы, мы не можем справиться. Все, и они у нас всегда подручные, всегда мы их ставим, и все, тут работа начинается, и все быстро делаем. Так и в любых моментах вот такие лайфхаки, они как ключики, они открывают двери нашим детям. Ну, то есть потому что вот я про стрелочки особенно, вот эти движения, то есть им сложно было именно донести вот свою посуду до места назначения, да? Конечно, конечно, это же ориентировка в пространстве, то есть ребенок с задержками, ребенок с особенностями, да, развития, для него это сложно. Когда есть направление, все, мы пошли по стрелочкам. Теперь эти стрелочки, они даже ведь их не замечают. Они все уже, они знают, как им двигаться, куда идти, что не надо друг друга толкать. Замечательно, потому что вот такие маленькие вроде моменты, да, чтобы не, ну, не директивно, не указательно, а именно через вот создание каких-то условий в среде, вы, соответственно, помогаете ребенку просто сориентироваться и действительно сделать так, как ему удобно, ему комфортно, чтобы, не дай бог, никуда не уйти с этой тарелкой, да, и так далее. Нет, правда, правда, то есть такие вот приемчики, которые, ну, облегчают, наверное, ребеночку жизнь. Что хотела уточнить, вот девочка и мальчик у вас зачеркивали, это вот для чего? Почему именно такой вот календарь разбит на каждый день, чтобы он не забывал, что нужно чистить зубы, или почему? Немножко поясните, пожалуйста. Ну, это тоже относится к тому, что ребенка учат поэтапно что-то делать, да? Да, допустим, если мы берем, ребенок встал, да, он рассеян, он не понимает, какое действие движется за другим действием. Когда есть календарь, все понятно, нарисована картинка, да? Сейчас я заправила постель, ага, дальше что я делаю? Одеваюсь. И вот такие моменты, они как бы поэтапно ребенка вводят на результат, и он чувствует себя победителем в этой ситуации. Хорошо, хорошо, все. То есть, ну, да, суть понятна. Я думаю, что коллеги наши тоже очень хорошо поняли, что именно вы помогаете так. Еще, знаете, вот, Ирина Николаевна, хочу уточнить у вас такой вопрос. Вот все-таки у нас онлайн-школа, она открытая, да? И у нас запись этой онлайн-школы, она будет потом, ну, как бы широко транслироваться. Родители вот этих детей не будут возражать, которых вот вы нам показываете? Нет, конечно. Нет, конечно. Мы, когда приступили к этой работе, ну, у нас была идея показать свои лайфхаки, которые мы применяем тут в нашем детском саду. Ну, детки у нас уже взрослые, это подготовительная группа. Они стали делиться со своими родителями, те к нам с вопросами, что там, как там, а можно ли мы тоже хотим поучаствовать и поделиться. Ну, конечно, мы потом с ними обговаривали эти моменты, что вы понимаете, что как бы это не просто это будет какое-то домашнее, да, видео, которое мы тут в группе посмотрели, порадовались и все. То есть мы будем делиться этим опытом. И, ну, родители, которые детки здесь сняты, они, конечно, нас поддержали. Хорошо, спасибо вам огромное. Ну и вот эти домашние домашние видео, да? Скажите, пожалуйста, вот то, что делала девочка, у вас собирала вещи, это то, что такое, ну, в интернете очень много можно наблюдать. И то, что делали вот мама с дочкой, тоже делали бутерброды. Вы как-то в группе постарались это дальше поддержать? То есть эта девочка, она складывала точно так же вещи в группе, ну, в детском саду? Или бутерброды вы вместе делали, да? Как-то вот немножко... Ну, бутерброды, ну, по бутербродам могу сказать, да, у нас был опыт такой, День здоровья, вот, родители приносили фрукты,
И мы делали такие замечательные тарелочки, выкладывали это все, вырезали, и потом шпажки разложили. Конечно, они как в кафе сели, все довольные, счастливые. Ну, конечно, какие-то моменты мы реализовываем в группе, ну, не все сразу. По одежде, конечно, честно скажу, нет, не использовали. Да, Ирина Николаевна, я не к вопросу, что именно там, делаете, не делаете, а я для размышлений для наших, потому что мы всегда говорим о том, что если родители проявляют какую-то инициативу, то можно ее поддержать. И вот, соответственно, Да-да. если как бы они такой лайфхак нам предлагают, то можно ли его использовать и не только в условиях дома, но и в условиях детского сада? Вот я про что. То есть как бы поддержка именно такой родительской инициативы. Хорошо, Ирина Николаевна, спасибо вам огромное, очень приятно было с вами пообщаться. И ваши дети выпускаются, ведь, да, это все уже последние, да, сейчас? Да, последние дни. И потом малыши у вас будут. Средняя группа. Всё Да, заново. средняя группа, и потихонечку, возможно, пусть ваши интересные изюминки, ключики, как вы их хорошо назвали, пусть они будет больше, пусть они открывают для каждого ребеночка свой какой-то вот такой момент, который ему, действительно, правильно вы говорите, поможет успешно дальше стать. Спасибо большое, Ирина Николаевна.